Реабилитационные центры Нерюнгри расширяют спектр оказываемых услуг. С сентября услугами ДЦП-центра и центра «Сувак» могут воспользоваться не только дети, но и взрослые. После того, как подопечным Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Сувак» исполняется 18, они остаются без поддержки, которая им по-прежнему необходима. Некоторые из них закончили СКШИ нашу нерюнгринскую, нашлись применение в жизни на производстве. Кто-то работает парикмахером, кто-то работает там из мальчиков обувщиками. То есть, такие профессии, которые они смогли освоить. Ну и много детей, теперь уже взрослых наших выпускников, не нашли применения в жизни. Вот. Эти дети находятся на попечении родителей или же они работают с тьюторами. Вот этих детей мы сейчас будем обслуживать в нашем учреждении. Список у нас есть, нам управление соцзащиты предоставило этот список. Но пока у нас пробное такое будет мероприятие, мы поработаем пока с молодыми людьми, которые живут в нашем Нерюнгринском районе. А потом будем взаимодействовать с управлениями соцзащиты республики, чтобы нам направляли этих людей сюда. Теперь программы реабилитации доступны как для взрослых с ментальными нарушениями, так и для их опекунов. И мы предполагаем оказывать этим инвалидам здесь социально-бытовую, социально-средовую, социально-психологическую реабилитацию. Наши психологи готовы к встрече с родителями, с этими подопечными инвалидами от 18 лет. Это будут в основном инвалиды с ментальными нарушениями. Во-первых, то, что они будут взаимодействовать в группе, это очень хорошо, потому что дома они, как правило, сидят в одиночестве, только со своими родственниками. Во-вторых, мы готовы оказать психологическую помощь и тем, кто опекает этих людей. Это очень важно, потому что они тоже чаще всего один на один со своей проблемой сталкиваются. Чтобы попасть в центр «Сувак», необходимо обратиться в управление соцзащиты, собрать документы по списку для оформления квоты и после получения квоты прийти в центр. Мы будем принимать пока по 10 инвалидов в заезд. То есть у нас остается 77 детей и 10 взрослых. Для них подготовлено отдельное помещение, будут работать с ними специалисты из нашего штата, отдельно психологи, дефектологи, воспитатели. Разработаны у нас программы по этому направлению работы с инвалидами, со взрослыми. В общем-то, мы готовы к принятию. Конечно, мы пока, поскольку это новый вид деятельности, мы пока будем просто присматриваться, как это все будет происходить, и, естественно, будем дальше развивать потом свою деятельность, уже исходя из того контингента, который придет к нам. Сейчас в основном программа направлена на социализацию и обучение бытовым навыкам, чтобы подготовить лиц с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Подопечные центра смогут обучиться элементарным навыкам, например, как пользоваться холодильником, микроволновкой, чайником или электроплитой. Пользоваться посудомоечной машиной не могу даже я, а у них такая возможность появится. Прежде чем начать программу реабилитации, психологам центра предстоит провести необходимую диагностику и определить, по какому вектору двигаться дальше. Они максимально подготовились, чтобы начать работать в новом направлении. Нам предложили работать со взрослыми. В отделении была разработана программа, непосредственно мной была разработана программа, которая состоит из нескольких направлений. Это направление диагностики, также направление тренинговой работы, также работа непосредственно с семьей и индивидуальная работа. То есть мы совместили, учитывая особенности, совместили все направления. Тренинги будут проходить с разными направлениями в плане, где-то будет применяться арт-терапия, где-то будут применяться технологии, например, интерактивные доски, также музыкотерапия, где-то будут тренинги проходить в сенсорной комнате. Мы работаем в паре с Марией Николаевной. Мария Николаевна является клиническим психологом. Я думаю, что совместная работа даст лучшие результаты, потому что мой опыт и ее видение как клинического психолога, думаю, покажет хорошие результаты. Я хотела бы обратить внимание на такую работу, как работа с семьей.
Я лично считаю, что это очень важный аспект, потому что именно социальные взаимоотношения в семье, трудности сопровождающих родителей, других родственников, реабилитантам, они и создают взаимные трудности проживания. Поэтому работа с родителями – это тоже снятие напряжения у родителей, новый какой-то взгляд, может быть, на своего ребенка или сестру, брата, поможет наладить микроклимат в семье. Кроме психологической составляющей, не менее важна физическая форма подопечных. Руководитель физического воспитания Юлия Калиманова 5 лет работает в центре с детьми. За это время тысячи ребят прошли через ее руки. В год около 1000 детей. Ну, я не считала сколько, но уже на взгляд я запоминаю их, где-то видим и здороваемся, и очень рада, что идет динамика, да, к выздоровлению. И, собственно говоря, для этого мы здесь и трудимся. Вот. Сейчас Юлия с нетерпением ждет новых подопечных. Для них она уже разработала отдельную программу. Я пишу для них специально адаптированную программу, в которую входит туризм для того, чтобы социализировать взрослых инвалидов к нашей окружающей среде. Вот. А также в эту программу включается общая физическая подготовленность, которая необходима и важна не только им, но и всем, им в их случае обязательно. Вот. Это для того, чтобы они гармонично развивались, да, и как физически, так же и умственно, потому что это все включает в себя, это полностью весь наш кругозор. Вот. А во-вторых, еще в мою программу включается также занятия на фитбол-гимнастика, в общем. Вот. И чему я буду очень рада, если уважаемые наши дети, наши уже подрастающие поколения, взрослые, инвалиды приедут к наш центр, и я буду очень рада их ждать, очень рада буду их видеть и буду рада с ними заниматься. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с 12 сентября уже начал прием взрослых с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но с нашим центром и взаимодействие с соцзащитой, я считаю, что это очень хорошая программа, потому что сейчас мы начали курс, мы самые первые, уже 2 недели отходили, и вот я так думаю, что мы будем, наверное, 2-3 раза в год, если программа в дальнейшем будет действовать, и это очень хорошо. Кто, как не люди, испытавшие на себе результаты терапии, может понять пациентов центра и оказать им помощь. Так мама бывшей пациентки Евгении Хороших когда-то возила свою дочь на реабилитацию из Якутска, а теперь она сама работает в центре медицинской сестрой физиопроцедур. С Якутска мы приезжали из города Якутска, 2 раза в год проходили лечение. И потом решили сюда переехать. Я поступила в медицинский колледж, училась очно. Совмещала, я работала и училась. Здесь же работала. Закончила. К решению прийти обучаться на медицинскую сестру. Это моя детская мечта. Мама была медсестрой. Но так получилось, что поздно пошла учиться. Так как параллельно шла я с медициной, с Женей мы, считай, с рождения лечились. Физиотерапию я выбрала не случайно тоже, она мне далась и интересно. Вот я теперь работаю в нашем центре любимом. Конечно, мне намного проще, потому что я знаю всю эту специфику, потому что у меня ребенок тоже с правосторонним гемипарезом, я ее и дома сама лечила, тоже делала и парафин. Знаю, как подходить к детям, что они боятся, чего они хотят. Немножко умею общаться с ними, мне это помогает. Сейчас в ДЦП-центре проходят реабилитацию 8 человек. С пациентами работают врачи-ортопед, невролог, физиотерапевт, окулист, психиатр, врач ЛФК и терапевт. И также мы им оказываем услуги как мнестические, по мнестическим нарушениям. То есть это занятия с психологом, музыкотерапия у нас есть, для них же, для этих пациентов с двигательными нарушениями. То есть комплексная реабилитация. И медицинская, и все остальное. Занятия логопеда, психолога, трудотерапия, водные процедуры. Очень много у нас услуг.
Все врачи центра – это специалисты с большим опытом работы. Они не только готовы к работе со взрослыми людьми, имеющими инвалидность, но и хотят расширять спектр услуг для других категорий лиц, нуждающихся в реабилитации. Хотелось бы, чтобы не только инвалидов взрослых велся прием в нашем центре, но и взрослых пациентов с ограниченными возможностями, так скажем. Но это большая группа таких пациентов, как вот, например, после травм, после гипсов, после операций на суставах, разработка суставов, разработка контрактур. Пациенты, которые не подлежат инвалидизации, такие как с остеохондрозами, с протрузиями, с грыжами позвоночными, они тоже, получается, не вхожи пока в наш центр. Я думаю, этот вопрос со временем решится. И мы будем помогать не только взрослым инвалидам, но и взрослым людям, которые нуждаются в реабилитационной помощи в нашем городе, которым не придется ездить по санаториям, по другим городам. Под новых пациентов центру необходимо обновление материально-технической базы, но это процесс постепенный. Значит, у нас все было, как вам сказать, подогнано под детей. Детские стульчики, столы и так далее, и так далее. Значит, в этом году нам министерство выделили деньги. Значит, мы сейчас провели аукцион, закупили столы для взрослых и стулья. Ну, стулья специальные, они должны быть с подлокотниками, не просто так стульчики. Значит, и сейчас проходит у нас аукцион, мы будем дозакупать, скажем так, оборудование реабилитационное, ну, там и дорожки, и, значит, костыли специальные. Ну, а на следующий год, я думаю, что нам выделят деньги, уже мы будем закупать именно медицинское оборудование. В будущем вся программа реабилитации взрослых будет скорректирована по мере запросов. Но уже сейчас центры ждут своих новых подопечных и приглашают тех, кто нуждается в их поддержке.